Слово для выступления предоставляется Нурматову Мирлану Анарбековичу. Прошу вас пройти к трибуне. Уважаемые участники заседания Конституционного суда, уважаемый докладчик объемно изложил мои доводы, указанные в ходатайстве. Я думаю, нет смысла их пересказывать. От себя вот еще хотелось бы добавить, непосредственно остановиться не на теории, а на практике. Действия статьи 455 части 1 пункту 1, где суд возвращает без отмены свое постановление суда в прокуратуру. В данном случае это можно сравнить с тем, что уголовное дело Генеральная прокуратура без отмены постановления о прекращении уголовного дела направляет следствию для организации досудебного производства. Или по отказному материалу, не отменяя постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, направляет органу дознания для осуществления доследственной проверки. Я считаю это одним из главных пробелов. И хотелось бы напомнить до этого действующее УПК, которая 446, которая была введена в действие с 1 января 2019 года, где было указано об удовлетворении ходатайства о возобновлении дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам и отмене приговора определения постановления суда и передаче дела прокурору для осуществления производства или суду для нового судебного разбирательства. Вот здесь, я думаю, в старой редакции полностью она подлежит конституционности, законна она. Я не знаю, для чего это надо было делать, чтобы изменять этот, без отмены направлять прокурору. Далее хотелось бы по части 2 остановиться. Да, я еще хотел привести пример по пункту 1. До меня было тоже Верховный суд не отменил, а удовлетворил ходатайство и передал прокуратуру. Прокуратура передает данное дело для организации без отмены постановления суда, передает данное уголовное дело в ГСУ ГКНБ. Следователь ГСУ ГКНБ что делает? Там стоит неотмененный приговор суда. Он по новой предъявляет обвинение, то есть по одному и тому же факту человек уже второй раз несет ответственность. После этого прекращает по нереабилитирующим основаниям данное дело. И после этого Генеральная прокуратура сподхватилась и отменила второе это прекращение. Сказали, вы что? Там есть приговор, который вынесен именем Кыргызской республики. И данное, это пункт 1 этот противоречит Конституции статьи 100, где указано, что суд только может отменять постановление суда. По пункту 2, где только по новым обстоятельствам возможна отмена и там постановление суда, здесь в данном случае новые и вновь открывшиеся обстоятельства находятся в одной главе, 53 глава. И эта глава называется «Возбуждение ходатайства по новым и вновь открывшимся обстоятельствам». То есть зачем здесь делить новые и вновь открывшиеся обстоятельства? Для чего это надо, чтобы только по новым имеется отмена, а по вновь открывшимся направление без отмены постановления суда направлять в Генеральную прокуратуру? Все. В данном случае, уважаемый суд, я полагаю, что действующая норма статьи 455, часть 1, пункт 1 и 2 полностью противоречат нормам Конституции и должно быть признано неконституционным. У вас все? Да.